слово по Zoom-связи представителю Чеченской Республики Ичкерия в Полтавской области Украины Асет Шишани. Добрый день, уважаемые участники конференции, представители. Для меня очень большая честь сегодня выступать, и это не просто формальность. На самом деле это очень большая ответственность перед народом, перед памятью о погибших и перед будущими поколениями. Сегодня очень сложный для чеченцев день, а именно 11 декабря, потому что именно в этот день 1994 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Хотела бы обратить внимание, что Чечня – это независимое демократическое государство, реализовавшее свое право на самоопределение в полном соответствии с международным правом. И этот день стал началом трагедии. Для чеченского народа 11 декабря – это не просто дата в календаре. Это день, когда матери потеряли детей, а дети потеряли детство. Когда государство, которое строилось мирным путем, было атаковано армией в десятки раз сильнее. И на кого они напали? Они напали на простых людей, которые были безоружными. И как они защищались? Самодельное оружие, спортивные штаны, без какой-то мировой поддержки. Просто своими силами пошли защищать то, что для них было самым важным и самым ценным. Это земля, это их дом. Знаете, исторически так, если обратиться к истории чеченского народа, чеченцы никогда не просили и не пытались забрать что-либо чужое. Всегда нападали на них. Гуны, сарматы, монголы, вот все они. Где они сейчас? Их нету. А чеченцы есть. И, иншаллах, это будут и дальше. Тот же народ, который сможет объединиться. Тот народ, который сможет противостоять вот этой машине, которая пытается нас стереть. Никогда, ни на один день наш народ не отказался от своей идентичности, своей чести и своего права на свободу. Вот это именно стойкость, основа, на которой строится международное правительство Чеченской Республики Ичкерия и наша деятельность фонда. Я хотела бы сегодня обратить ваше внимание, возможно, на те моменты, которые не сильно заметны общественности, но без которой мы с вами не сможем двигаться в будущее. Среди вас есть очень много просто потрясающих людей, которые вносят каждый день своим трудом лепту в том, чтобы построить будущее. Их очень много, но я сейчас перечислю таких вот лично, возможно, для меня самых ярких. Роза Дунаева, уполномоченная по правам человека омбудсмен. Газиева Фатима, это правозащитница, это член комитета деоккупации. Джабраилова Тина, Асет Саб, которая замминистра обороны Ичкерии. Эти хрупкие женщины на своих плечах занимаются поддержкой чеченских беженцев и вынужденных переселенцев по всему миру. Они защищают тех, кто подвергается политическому преследованию. Задокументировали преступления, совершенные против чеченского народа. Не секрет, что в швейцарском банке они собрали весь архив русско-чеченской войны. Вы представляете, какой колоссальный труд они делают, несмотря ни на что. Частью фонда есть проект о восстановлении культурного наследия и национальной идентичности. Ведь нельзя стереть нацию. Все, что можно, это лишить ее лица. Поэтому мы своими усилиями пытаемся новому поколению не дать потерять свои корни. Мы говорим о том, насколько красиво, насколько прекрасна культура чеченцев, адаты. Это не просто вот что-то старомодное, от чего пора уходить, идти к чему-то вот новому. Нет, адаты – это жизнесберегающее, это основа. Где бы вы ни жили, в какой бы стране мира, что вас будет отделять и отличать от остальных людей? Это ваша культура. Чеченцы всегда гордо носили это имя. Не могу не сказать и о силовом блоке, который является частью Чеченской Республики Ичкерия, не только потому, что это мой дорогой и родной брат Абдулхаким Ажиев, а потому что это тоже были простые ребята, которые пошли защищать свой дом
и положили свою жизнь на том, чтобы отстаивать честь и достоинство своего народа. Ведь именно по стратегии Абдул-Хакима с его джамаатом нынешние военные силы Украины проводят диверсионно-разведывательные действия против РФ. То есть вы представляете, они не проходили военных академий, спецподготовок, но их опыт и их желание отстоять свое сделало из них просто потрясающих воинов с мировым именем. Очень многие думают, что вот просто чеченцам нравится воевать. Нет, чеченцы на самом деле очень мирные люди, которые просто хотят жить на своей земле. Сегодняшняя геополитическая обстановка создает для чеченцев уникальное окно возможностей, потому что она напрямую связана с войной в Украине. Это инструмент стратегического значения. То, что сейчас вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия находятся здесь и показывают просто ошеломляющие результаты на самых горячих направлениях и точках в Украине, очень важно. Украина – страна, которая предоставляет чеченцам реальную платформу для восстановления их политического представительства, формирования боеспособных подразделений и укрепления международной субъектности. Потому что наши ребята, ичкерийцы, сейчас активно перенимают опыт работы с новыми технологиями. Прогресс идет вперед. Он не останавливается. И они обучаются новой тактике ведения войны. Они обучаются новому оружию. И поговорив о нашем главнокомандующем вооруженных сил и наших воинах, я хочу сказать еще огромное спасибо нашему премьер-министру Ахмату Закаеву. Это человек, который весь свой жизненный путь связал с Ичкерией и сделал все ради нее. Я хотела бы сделать небольшое резюме всех тех основополагающих моментов, которые он делает для каждого из нас. Он сыграл ключевую роль в сохранении чеченской государственности и международной субъектности Чеченской Республики Ичкерия. Благодаря его многолетней дипломатической и политической деятельности вопрос Чеченской Республики Ичкерия остался в глобальной повестке, несмотря на российскую оккупацию и несмотря на ту пропаганду, которую они ведут против нас. Он обеспечил непрерывность работы правительства ЧРИ в изгнании, сохранил легитимную линию власти. Он добился того, чтобы вопрос Ичкерии был представлен в парламентах, правозащитных структурах и дипломатических кругах Европы. Закаев системно передавал данные о военных преступлениях РФ международным судам, правозащитным организациям и СМИ, сохранив правдивую картину чеченской трагедии для мировой аудитории. Он укрепил связи между чеченскими общинами в Европе, содействует сохранению культурной идентичности. Закаев продвигает демократическую, правовую и европейскую модель будущей чеченской государственности, которая основана на правах человека и принципах самоопределения народа. Он открыто заявил, что поражение России – это ключ к освобождению Ичкерии, и поддержал чеченские формирования, которые защищают Украину в составе антитеррористической коалиции. Поэтому я не могу не сказать ему в очередной раз огромное ему спасибо за этот просто всеобъемлющий труд. По-другому я не могу сказать. И, кстати, то, что Ахмат Закаев ведет такую активную дипломатическую деятельность в Украине, уже дало очень большие плоды. Никому это не является секретом о том, что именно с того момента, как он стал сотрудничать с правительством Украины, Украина официально признала, что Чеченская Республика Ичкерия, которая официально была ее геноцид признан, и подтвердили ее международный статус как государство, которое оккупировано Федерацией. И это не просто политический шаг, это акт исторической справедливости, пример для остального мира. 1 ноября этого года в Киеве состоялась конференция Северного Кавказа, на котором Михаил Подоляк, это один из представителей властей Украины, принес официальные извинения ичкерийцам за то, что мы не поддержали в русско-чеченскую войну. К сожалению, российская пропаганда и политика того времени окутала умы, и мы совершили тотальную ошибку. Мы не были с вами рядом, и мы не поддержали тогда, когда мы были вам нужны.
Российская агрессия против Ичкерии стала первой частью цепи, которую мир наблюдает сегодня. То, что произошло в Чечне в 94-х, 96-м годах, в 99-х, это же не локальный конфликт. Помним, что говорил Джохар Дудаев? Он сказал, что это пролог к агрессии против Грузии, Украины, Сирии, Молдовы и других стран. Сегодня день скорби, памяти и уважения. И в этот день я хочу сказать, что каждый из нас может внести свою лепту в том, чтобы мы смогли вернуться на свои родные земли, чтобы мы смогли добиться справедливости. Первое, что самое главное мы можем делать, это читать дуа. Это самое главное. Вы можете поддерживать представителей, которые находятся в ваших регионах, участвовать в митингах, в конференциях. Вы можете сделать донаты, пожертвования. Кроме того, вы можете поддерживать нас в социальных сетях, потому что наша эпоха – это эпоха информационной войны. И здесь без вашей поддержки нам никак не справиться. И я хотела бы лично обратиться к каждому. Пожалуйста, принесите прежде всего чеченскую культуру в свой дом. Не дайте нашим младшим будущим поколениям забыть. Забыть, через что мы прошли. Забыть, кто мы есть. Мы не имеем права на эту ошибку. Если мы их потеряем сейчас, то все, что было сделано, вся та кровь, которая была пролита, она будет зря. Я думаю, никто бы из нас этого не хотел. Мы живы, мы едины, и мы продолжаем свою борьбу. Мы чтим память погибших. Никто не забыт, ничто не забыто. Мы поддерживаем тех, кто сегодня страдает от преследований. Мы создаем условия для того, чтобы будущие поколения чеченцев жили в свободной стране, а не в тени прошлой трагедии. Как представитель Чеченской республики Ичкерия в Украине и как директор фонда я заявляю: Ичкерия была, Ичкерия есть и Ичкерия будет. Марша Ялашу, Жари Бежари.